Новый год начинается, как положено, Новому году с подарков. Вообще, еще в преддверии Нового года началась вся эта история книжная, началась с двух изданий. Кто читал, у нас уже на сайте Национальной библиотеки есть о них информация. Буквально в один день пришла к нам публикация Евы Николаевны, изданная в журнале «Культура и искусство», который издается в Бонне, Германии. Ее произведение «Летающее озеро» вышло на немецком языке. Журнал 2013 года, но он пришел вот буквально в декабре, и в этот же день буквально Армен Петрович приносит книгу от Питера Франца, книга Геннадия Айги «Время благодарности», которая вышла в Нью-Йорке в 2017 году. Они встретились. И сразу же пришла информация, что мы договорились, что сегодня, 5 января, мы будем презентовать еще две книги этой прекрасной, удивительной, талантливой семьи. Книгу Евы Николаевны и Геннадия Николаевича Айги, уже вышедших на шведском языке. И согласитесь, такая цепочка совпадений, просто, ну, наверное, что-то там такое есть, что делает вот эти цепочки совпадений такие приятные. И начались с таких подарков, и сегодняшний день это вообще изумительный подарок, что приехал Михаил, переводчик и организатор всех этих переводов, и изданы книги, потом расскажут, изданы они в Эстонии. И сразу хочу, наверное, сразу предоставить слово вам, Михаил. Спасибо. Я даже не знаю, с какого конца начать, потому что на самом деле эти две книги, которые я привез сегодня, они являются плодами, скажем так, 2 или 3 многолетних линий труда. И поэтому они настолько стали частью моей биографии последних 10 лет, что мне самому трудно разбираться. Я не знаю, мы, наверное, начнем с этого. Вот у нас есть такая маленькая книжка. Она очень скромная, обложка такая простая, портрет. И имя, фамилия автора Геннадий Айги. Это издание на шведском чувашских стихов Айги. У нее очень длинная предыстория, эта книга. Она начала еще при жизни Геннадия Николаевича. И с того, что мы вместе издавали на шведском его чувашскую антологию. Там, как известно, включены 2 стихотворения его самого. И я помню, как я спросил его про остальные стихотворения. Хотелось бы прочитать. Но как-то он всегда отвечал о чем-то другом. И ничего не показывал. Мы всегда были заняты другими проектами, фестивалями, как многие из вас помнят, мы приезжали сюда с скандинавскими группами поэтов и так далее, и так далее. И в итоге не получилось никакой возможности вместе с Геннадием Николаевичем лично сидеть и смотреть на его чувашскую поэзию. А чем дальше я работал переводчиком уже его русских стихов, тем более необходимо мне казалось познакомиться с чувашской
поэтикой. И вот лет 5 тому назад, или 4 года тому назад, ну как-то так получилось, что мы с Евой начали вместе читать чувашские стихи, разбираться в них. С такой целью, если получится когда-нибудь в будущем издать на шведском. Но путь был очень длинный. Во-первых, потому что я, к сожалению, на чувашском не говорю. И мы поэтому должны были найти методику, которая позволяла бы мне возиметь какой-нибудь контакт непосредственный с поэтикой, со словами, с теми людьми, для которых они написаны. И, в конце концов, с тем человеком, который говорил на чувашском и писал на чувашском. Я думаю, что мы этого добились. И добились мы этого путем не только, то есть наша инструментария была не только переводческая. Мы очень много общались. И сначала казалось, что работает одно общение другое, но я понял, что вот это общение и есть форма изучения, форма понимания, форма познавания. И еще я обнаружил во время работы, что наши разговоры о стихах, они включали в себя достаточно большую долю инсценировки. То есть не только Ева Николаевна не только объясняла нам, что значит эти слова, но прямо как актер или как режиссер делал постановку этих стихотворений. И эта постановка, эта инсценировка позволяла мне принимать участие в том, что происходит внутри стихотворения, внутри поэтики. То есть я превращался из переводчика-читателя в участника того, что происходит. И тогда начали работать мои же опыты, мои же воспоминания. Я же тоже отчасти деревенский человек. У меня есть свои деревенские воспоминания. У меня свои там бабушки, соседи и так далее, которые говорили на своем шведском языке. И они начали со мной разговаривать во время этой работы. И таким образом у меня возникло ощущение, что есть контакт с человеком, с поэтом Айги Чувашским, который когда-то казался таким далеким и недоступным для меня. И от этого ощущения контакта и возникла нужная смелость доперевести, опубликовать и презентовать в Швеции уже стихотворение, переведенное с языка, который я не знаю. То есть мы как бы обошли язык кругом и нашли другие не языковые языки, если так сказать, чтобы остановить такой контакт. И остановите меня, если я слишком много говорю, или не о том, или если возникнут какие-нибудь вопросы, то не стесняйтесь, потому что это не, я смотрю на это не как презентацию, а как некая такая беседа. То есть мне будет очень интересно услышать от вас, какие возникают возражения, вопросы и так далее. Но пока я буду продолжать. Айги русского хорошо знают в Швеции.
особенно поэты, считают его очень важным. Он действительно влияет на современную шведскую поэзию. И всем известно, что он изначально на чувашском языке, но в Швеции история такова, так выглядит, что он перестал в 50-х, и после этого писал только на русском. И поэтому все эти его читатели, критики, поэты, с которыми я разговаривал во время этой работы, они очень удивились, когда я сказал, что это вовсе не так. Тот материал, который у нас под рукой, он написан, он писал всю жизнь. И им тоже стало интересно, что это за поэзия, что это за язык, что это за поэт. Это тот ли поэт? Значит, это, наверное, те же самые стихи на чувашском и на русском. Параллельно, такие зеркальные творчества. Я говорю, нет, это вовсе не так. Там пересекаются эти творчества на 2 или на 3 максимум местах. Но это совершенно новые стихи, которые написаны внутри новой поэтики. И мне удалось договориться с одним издателем, где у нас, я ему очень благодарен за то, что он заинтересовался. Хотя там есть длинная история там тоже, это мы вместе с Юнасом давным-давно опубликовали «Поклон пения» на шведском. Так что мы сотрудничали вокруг Айги раньше. Но он согласился опубликовать вот эту маленькую книжку чувашских стихов. Это для меня идеальный сценарий. Она идеальна потому, что эта книжка вышла как номер в серии, называется «Маленькая серия». Серия издается с 70-х, по-моему, годов. Таким журналом «Реликвия. Друг лирики», который был очень разный, то есть под разными редакторами он был очень разный, но он всегда был очень важным и влиятельным входом в шведскую литературу зарубежной поэзии. И особенно «Лilla серия», маленькая серия, там многие выдающиеся поэты 20 века сделали свой дебют на шведском. И это значит, что даже люди, которые не знали о том, кто такой Айги, тем более кто такой чувашскоязычный Айги, они получили эту книжку и, естественно, начали листать, читать. И лучше не могло бы быть, на самом деле, потому что, как вы сами понимаете, поэзия это всегда такое скромное дело, и читателей не очень много, и очень трудно получить рецензии на зарубежную поэзию в Швеции. И поэтому мало кто узнает об этом, если нет такой возможности, как у нас там получилось. Так что я очень поздравляю не себя, а эту книжку с тем, что так хорошо вышло. Несмотря на то, что часто вообще не рецензируют иностранную поэзию, мы получили там 5-6 рецензий в главных газетах Швеции. И они стали появляться сразу после выхода всей книжки. И написаны они поэтами. И почему-то вышло так, что написано в первую очередь женским поэтом. И это заставило меня задуматься о том, как перекликается поэтика Айги с той очень специфической поэтикой женского письма в Швеции. Это вопрос не для нас сегодня, но там, правда, есть, они очень отличаются, но там есть схожести в том, как работается над поэтическим словом как раз, и как опирается поэзия на слово. Это
Я об этом не задумался до этого, но это интересное наблюдение для меня. Они очень положительно относятся к изданию. Они очень хвалят. Я сейчас опять не про себя, а про книжку. Они очень хвалят шведский язык в этих переводах. И это очень важно, потому что я пытался при переводе сделать, скажем так, позаботиться не о внешней характеристике этих стихов, то есть не о метре, не о рифмах, а позаботиться о голосе человека, которого я услышу. Заботиться о его интонации. И передать не внешнюю форму стихотворения, а как раз тот внутренний голос, который говорит через эту форму. И когда они, эти критики, замечают, что шведский язык, как одна пишет, и насыщенный, и беглый, тогда понимаешь, что вот, они услышат голос живого человека, а не какой-то там артефакт. И это очень важно. Есть еще одна такая важная тема для шведских критиков, читателей, поэтов. Это тема двуязычия как раз. Потому что последние десятилетия, скажем так, 2 десятилетия, вот этот вопрос двуязычия и вопрос нечистого языка стали очень важными для скандинавских поэтов. И поэтому есть какая-то, то есть понимание уже, есть некие мысли уже у читателей в этом вопросе. И они начинают перекликаться с этим уже двойным портретом Айги, интересным образом. Я могу много еще говорить об этом, но, может быть, я заставлю тебе слово. Я думаю, что не стоит даже останавливаться, потому что я не столь шикарно не столь часто встречаюсь с такими мыслителями, которые литературой занимаются непосредственно. И как сказать, и умеют рассказать о проблемах литературных, как о своих личных. И потому продолжайте. Потому что это очень интересно. А субтитры некой, каком-то нечистом языке, что имеется в виду? Что тот, кто пишет на 2 языках какой-то, или что сказал? О каком-то нечистом языке? Там на самом деле есть, там есть очень многие проявления вот этого. Что имеется в виду нечистый язык? Какой? Да, я скажу. Там, с одной стороны, мы живем в среде, культурной среде и поэтической среде, которая находится под сильным влиянием английского языка. Английский это почти что как второй родной для нас. И многие из ведущих сегодня поэтов в Швеции, они, как бы сказать, учились у английскоязычных поэтов. И это сказывается, то есть они берут оттуда разные эстетические приемы, Пишут на шведском, но еще и начинают писать на английском. Это один пример. Другой пример, тому
тем, что Швеция уже давно иммигрантская страна. У нас есть сильные иммигрантские группы, которые уже родились в Швеции, но которые имеют и свой родной язык. И они стали тоже разрабатывать свои эстетические, опять-таки, стратегии. И пишут на шведском языке, прибавляя иногда слова, иногда термины, иногда жанровые элементы из своих уже. И поэтому вот этот вопрос о том, что является шведский язык, он обсуждается активно и не теоретически, но обсуждается активно в поэтической практике. Поэтому мы похвалили твой перевод язык, потому что он постарался. Есть такой шведский поэт. Не совсем, нет, это просто ему очень интересно, что тут у нас поэт, который пишет сразу на двух языках. И чисто на русском, и чисто на чувашском. Ну, где-то это похоже так, на то, что в обществе, в культуре, как бы уже утвержден какой-то язык, какие-то формы, нормы. И есть еще просто уличный язык, который тоже несет свои формы, нормы. А вот если в целом, ну я бы сказал, что в чувашском языке это такой чиновничий язык. Как бы сказать, мы начинаем говорить, ну это чувствуется особенно на ТВ, там где появляется вдруг чиновничий язык, как бы сказать, он не чисто чувашский. Но он чувашский, но и в то же время он английский, вот так скажем. А тут, видимо, в вашем языке, я так полагаю, да, что твой язык перевода, он близок к каким-то не чиновничьим делам, не английским делам, а обращенностью именно к шведскому языку. Я могу сказать пару слов об этом, потому что этот вопрос встал передо мной не в первую очередь как вопрос о языке. О своем языке я не задумываюсь, о своем шведском языке. То есть у меня есть свой диалектальный шведский, на котором я говорю со своими бабушками, которых уже нет. Но это не литературный язык. И он не сильно отличается на самом деле. Но когда я пишу, когда я перевожу, то я обращаюсь к литературному шведскому языку. Но я об этом не задумывался. Я задумывался о том, к какой поэтической традиции я обращаюсь. И эта проблема была сразу вызвана тем, что в чувашской поэтике я встречаюсь с традиционным, очень условно говоря, традиционными формами стихотворства. И эти формы очень знакомы, они очень понятны, они у нас есть. Или были. Потому что мы где-то довоенные годы, послевоенные годы ушли от этих форм. Это, как в многих европейских странах, модернизм расправлялся с этими формами. Где насильственно, где спокойно. А в шведской поэтической традиции этот уход от традиционных форм привела, и она была отчасти бунтовская, да, и отчасти она была просто тихо спокойной. Там стали возникать другие инфлюенции, в том числе от русского авангарда, французского авангарда, но там очень сильные инфлюенции от библейского языка, библейских жанров. И когда стали уходить вот эти традиционные, шведская силлаботоника, скажем так, стали подниматься и проявляться старые скандинавские стихотворные формы, которые не считают слова, которые не ритмические, то есть не метрические в том понимании, как в традиционной форме, но которые очень внимательно относятся к пульсу
поэтического высказывания. И это чувствуется, когда читаешь там, например, раннего Транстрема, которые уже первые стихотворения, они являются такими зрелыми постметрическими стихотворениями. А там сказывается очень сильно древние скандинавские стихотворные формы. И у нас такая ситуация, что благодаря тому, что поэты активно культивировали эти формы, у нас к 60-м, к 70-м годам уже была очень зрелая постметрическая поэзия. Там были свои формы, там были свои интонации и так далее. И я как раз к этой традиции обращаюсь. Простите, вот я хотел бы, чтобы вы поразмышляли вот на такую тему и высказались. Коль скоро вопрос стал о двуязычии, значит, я бы вот Айгей оценивал как значит, Восток и Запад. То есть чувашский Айгей, он достаточно прост. Он, как вы сказали, вот в деревню приезжаешь, не столько на литературном языке разговариваешь, а на простом языке. Айгей чувашский достаточно прост, даже когда позже, когда он на русском языке писал. Айгей русский – это чуваш, который поражается русскому слову. Русский этого не может заметить. Значит, он привык к этим словам. А это другого, он поражается, засвечивает его с различных сторон, находит сочетание, находит мелодику в этих словах и так далее. В чувашский Айгей, когда на чувашском пишет, он пишет, разговаривает с единоплеменниками на одном языке, то есть он достаточно прост. Это как бы чужая кровь поэта, когда на русском языке пишет. Ведь посмотрите, там, возьмите того же Пушкина, Лермонтова, Достоевского и прочее. У них не было чистоты русской крови. Но это чисто так немножко метафорически, условно говоря. Вот Айгей русский, он поражается всему этому. Айгей чувашский достаточно прост. Вот шведской стихии поэтической, это насколько проявляется вот, у двуязычных поэтов. Айгей тоже не такой простой на самом деле. Ну, вы имеете в виду у шведских поэтов? Ну, у шведских. Да. Вот это различие между поэтами, которые пишут как бы изнутри своего языка, пользуясь своими словами, и поэтом, который поражается, да, чужому слову. Очень точно описывает то, чем занимаются многие шведские поэты, но они это делают часто внутри своего шведского языка. То есть они пытаются, есть такое стремление пытаться смотреть на шведский язык извне, хотя ты находишься, отстраняться от собственного языка и восхищаться или бунтовать, но как раз вот это движение изнутри вовне. То есть думайте на другом языке. И посредством другого языка вернуться как бы к своему шведскому языку. Вот такое явление есть. Да. Потому что мне так кажется, что вот когда дует на языке, я это часто встречаю, я не понимаю это слово. Думает, вообще выражает на языке? Образом приходит мысль, каких-то ощущений, но никто не думает на каком-нибудь определенном языке. Это все равно, что в культуре существует музыкальный язык, на самом деле существует художественный, цветовой, формальный, графический язык, это в самом деле. Но это все в одной голове существует. Приходят мысли, как бы сказать, в форме образов каких-то, ощущений, но не в форме языка. Об этом и речь. Да. И тогда, потому что, нет, я почему говорю, потому что это нас сбивает, когда мы рассуждаем
о языках. Когда спрашивают, на Да, каком да, языке да, вы мыслите? да, нет. И вот потому вот на это, что на моем языке А можно ли попросить почитать стихотворение на шведском языке? Послушать, как звучит. Да, ну, хорошо, может быть, с этого сейчас начнем стихотворение прочитать? Михаил, надо сказать, что вошло, какие вещи вошли такие вообще. Да, это может быть. Да, я скажу сейчас. Да. Я сделаю себе голову. Так. Это была серия. Я тоже задала вопрос Михаилу, потому что переведено было по срочнику 45 стихов. А сюда включили поэму «Запись» и 18 стихов. И я сказала, почему? Говорю, именно такая серия. Столько-то должно быть страниц. И поэтому выбрали 18 стихов и запись. Остальное, что будет, над остальным будем работать. По-другому сделаем. Сделаем совершенно такой сценарий и делаем большую книгу. Те, которые не включили, они включатся. Потом, наверное, будут какие-то такие исследовательские работы. Это я должна буду делать по своему работе, которая касается нашего отца, моего отца, да, и судьбы, некоторых очень странных совпадений в судьбе моего отца и моего брата. Это должно быть очень интересно. Для этого я должна буду работать в ФСБ. Да, если допустим. Потому что очень странно. Потому что действительно, если бы тогда Гена, буду говорить уж про брата Гена, если бы он сразу же не уехал после похорон мамы, а если бы, когда его забрали туда, да, если бы в его судьбе не оказался этот следователь, пожилой чуваш, который вместо того, чтобы допрашивать его еще раз в предрассветные часы, выпустил его, взял на себя, и так остался живым Ген. Очень странная, такая же история произошла с моим отцом. Я сейчас работаю в архиве, и нашлась одна бумага, которая была дана моему отцу в Алатинской тюрьме. А как она сохранилась, это уму непостижимо. И тоже кто-то хотел спасти этого учителя сельского. Он дал характеристику. И чтобы этот человек остался живым. Вот так они странно, и обе истории странны, и благодаря этим историям остались живы и мой отец, и мой брат. И, наверное, будем включать такого типа материала. Потом, в архиве есть невероятно очень большой раздел, называется «Чувашская литература», и там переписка с чувашскими писателями, с поэтами, и было совершенно видно, что готовят очень советского поэта, будущего лауреата Сталинской премии, прям идет так, и не получится. Гена восстанет. И где, в какой точке он восстанет. Гена мне тогда сказал, что моя история началась не в Москве, не с Пастернака, а в Батареве. И теперь все эти документы вышли. Началось, его преследование началось в день выбора, когда этот преуспевающий поэт везде в советские праздники выступает, сегодня он должен по радио, там завтра он должен в клубе, прям все карьерные, все пути открыты. Чувашские поэты в это время пишут, что они ждут такого человека, он восстанет, и там начнется. И там было и сказано ему, вот мальчик, теперь живи. Фамилии все есть. Вот такие, и может быть такой большая книга, может быть, вот такой, если сделать такую композицию, она может быть очень интересной, очень.
Ну, а вот этот из ада, действительно же был ад Бабатовой, это был чистый ад. И что эта бумага его спасла. Есть такая бумага, называется «Характеристика российского учителя». А потом я же не знала, что жизнь кончается и скоро его не станет, поэтому я иногда думаю, если бы я знала, то все будет. Надо было быть очень внимательным, слушать и учиться этому. Но вот теперь приходится догадываться. Но когда вспоминаешь, конечно, очень много мне передал. Очень много передал. Вот, и особенно последние годы. Вот, так что по этой серии, значит, в этой серии не должно быть больше 100 страниц, и поэтому вышло так. Вот сюда включила Чередюля. Кстати, Чередюля только что переведено на татарский язык, я получила вот этот перевод. Говорят, совершенно блестящий перевод. Лидии Сагитуллиной, говорят, очень хороший. Ир. Твари Ерге. Меня это очень интересовало, как ты его переведешь, потому что там настолько просто, настолько звучит, и я потом прочту. Я прямо глазам смотрела, Тил, ну, я думаю, как он в большинстве положений, там же очень тяжелый. Так, Сазаток, Карпулич интересует Павладу. Вообще, это очень маленькая книга. Когда начинаешь листать, кажется, что это настоящая такая книга. Ир и Киноштума, они не особенно. Керкибахча, Аджаджукле, поясни. И, да, вот это Хурлов, это на чувашском не напечатано, нигде не напечатано. Когда я начала так его заниматься, это стихотворение вышло из конверта, из письма мне. Письмо было отправлено из Армении. Я его открыла, я забыла об этом. Это на чувашском языке, называется Хурлов, совершенно великолепное стихотворение. Он с гор спускался в почту. И на телеграфном бланке написано, на другой стороне написано Хурлов. Вот такой. Это первый, мы его перевели на шведский. Совершенно изумительно стихотворение. Луиза, Илем, Апрель, Илашкинду, который мне понравилась, ваша поэтесса. Монвилев Сулдан, Жасмин Читекрия, Камлев. Вот это стихотворение Камлев, вот на чувашском языке мне доставляло очень большое утешение. Это было такое утешение, вот единственное утешение. И Боже, познал он чисто такое семейное счастье. Это было видно, что человек, вот были минуты, я очень хорошо знаю, вот эти дни, он снимал эту самую дачу в Супрунском районе. И каждую субботу я туда с сумками ездила с продуктами. Это было, уже были 3 детей, и Кешка, Костик уже был, Костик. Это было очень счастливое время. Больше я никогда такого семейного счастья уже не видела. Вот это покой, это изумительное стихотворение. Он говорит, и страстей не нужно. Вот такое бывает семейное счастье. Вот это изумительное стихотворение. Ну, Падриэль, это Олег обожает это стихотворение. Я ждал это. Так легко мне стало, хорошо стало. Изумительное стихотворение, Падриэль, Сенюк, да, очень хорошее. Ингет. Настоящая большая книга, совершенно замечательная. Урхла, это про Отелло, великолепное стихотворение, просто великолепно. И очень подробный комментарий. И вот эти, хочу сейчас вот так говорить, может, дошла до комментариев, хочу поблагодарить Микаэля. Это совместная работа мне доставила великое удовольствие, потому что тщательная,
проверять все абсолютно, чего иногда в чувашских комментариях не бывает. Кажется, что ты знаешь, вот, а это прям тщательно все надо проверить. Это совершенно изумительно. Читать мы можем. Падр Лилей, Мискер, А вот Хуров вы говорили, нравится насчет Хуров? Хурлов? Хурлов, вот что я тебе скажу. Миленький, Хурлов. Хурлов, он у меня в чувашской книге в этом нет. Он снял его, он сфотографировал. Он находится в рукописи, он нет у него. Армения Таты, Патня Кайсас, он 49 лет. Я знаю, он спускается с этого, с гор, он видит и потом он видит жнецов, мужчины на высогорной, они живут на шведском. Ага. И на чувашском он есть. Но я могу на шведском читать. Ой, да, пожалуйста, на шведском. Очень хорошо. Армения Рекуста. Вблизи всегда, когда спускался с гор, так начинается. Я видел все 8 человек, которые жнецов. И вспомнил я свою деревню, и как мы с мамой возвращались с серпом, и то-то. Неужели до сих пор это печально мне? Но, чувство, мне кажется, тут есть утешитель, как чувствуешь в пустых храмах присутствие Христа. На шведском звучит вот так. Sorgen. I Armenien, i trakten av Tatrev, hade jag just kommit ner från bergen då jag på håll fick syn på 7-8 skördekarlar. Och där jag gick på fältet mindes jag ungarna i byn, mig själv och mamma, hur vi brukade gå hem från fältet med skäran över axeln. Var jag fortfarande lika olycklig? Var inte själva jorden nu än nog? Sedan länge bär jag det outhärdliga i mitt hjärta. Ändå var det som om det fanns någon på dessa fält, en nära släkting som jag när som helst skulle få syn på. På samma vis som man i de tomma kyrkorna i dessa trakter kan känna Jesus din närvaro. På samma vis var det någon här på fältet som skänkte tröst. Что вам читать? Падрин. Падрин? Падрин. Да, как вы знаете. Падрин, кстати, Мудрее. Слушай, почитай вот это 4 строки, посвященные. Ага, сейчас, сначала почему? Как он его перевел, это Падрин. Киргипактия. Ой, шере. Тебе ага. У меня 288, я все себе да, это очень тяжелый. Это я его и так 50, 288, 68. Так, это изумительно. Так, това аллергия и кальций. Адузин чарлан серебекушка рать, ху анем алга. Шуруй всякла шурсурдали пшунать, ху акан убага. Да, оно меня, конечно, мучило.
Тем, Мучила. да, мучило тем, что оно должно быть очень простым и тем временем очень строгим. Да. То есть по звучанию. И мне пришлось долго ждать, пока оно не пришло к правильному образу. 4 rader efter Mitras död. Över Volga skriker hela natten en mås. Mor, stäng dörren till. Vit inom månskäran, vit som ett ljus. Syster, slut kistan till. А тут есть, Интонации. тут есть некий такой, тут есть, меня спасла инверсация, которая позволяет мне ставить вот это ключевое слово «тиль» в конце строки. И получается поэтичность, но легкая, такая ненавязчивая, которая не режет слух, и которая очень-очень напоминает, и это случайно, но это очень подходящее, потому что очень напоминает языку Бергмана как раз. У него как раз эта инверсия часто есть. И тут есть какой-то оттенок от Бергмана вот в этом. Ну что, отрыв читаем? Да. Вот, культивация. С чего начнем? Все хочешь. Это я увидела, это я перевела. В конце. Такой изумительный пункт про этого, Да, начинаем. Вот в конце. Ага. 225. Сколько? 225 гривен. Прекрасно. Вот на следующий. Ага. Камил Дашев был ближайший друг. Маньял Марта Курбрех и Клара Суратмалла Пулноман Шапьяла. Халхне Гнамар, Паламан Курманне, Евдене Дещурене. Унсанне, Унпиншакне, Инчетри Эмельгине, и Клара Суратмалла. Пулноману шкульне, шкуйдишне Гнадамар, Шавучилишен Шуртне, Унхапхиен Хумине, Он штукатуркине, и Кларахта Юратмалла, полностью центра. Он клубек Гнадамар, Он кашни сумне, сюртне, Пахчари вельдрене, Он киве киберне, Шалкеберен карлыкне. Туссенеше марикей, Кларах Юратмалла, полноманан. Шавьяла, паяйгютун зыхлама, Учухне белес пузан, Ытларах Юратмалла, полноманан. Вот, ведь прямо. Den var inte min, och likväl borde jag ha älskat den långt starkare, den byn. Och inte bara folket där, de obekanta människorna i byn, de okända på gatorna i byn. Men jag var i ansikte och hjärta, jag var i skugga som jag såg på avstånd där i byn. Starkare, långt starkare har älskat skolan där i byn. Och inte bara lärarkåren, men själva skolbyggnaden. Jag var i bräda i dess port, dess målarfärg, dess puts. Starkare, långt starkare har älskat vårt provinscentrum. Och inte bara klubbhuset i byn, men varje stig och hus, ja näskorna på gårdarna i byn, den gamla bron och själva räcket där på byn. Starkare, långt starkare, och inte bara vännerna. Nej, likväl
borde jag ha älskat den om jag blott vetat vilken saknad den fyller mig med nu långt starkare än det. Jag очень люблю его на шведском. Понятно, что интонация прям идет чувашская. Я очень благодарен как раз вам своей интерпретации этого стихотворения, потому что, доводя его до ума, я часто вспоминал о том, как мы стояли на кладбище и мы читали наизусть это стихотворение. И я хотел передать как раз этот ритм, эту сильную энергию вперед. И благодаря этому я нашел. И, по-моему, и тоску тоже передали. Тоску тоже. Тоска чувствуется даже на шведском. И она хорошая. Все, и дальше. Спасибо. У нас еще раз. Да. Хорошо. Потом еще что-нибудь скажите. Что не нужно сказать, что я знаю, что сказать, что-нибудь. Я думаю, вот в язычии, в данном случае, ну, как сказать, есть такая, как бы, чувашская языковая картина мира у Айги. Есть картина мира русскоязычная у Айги. Они в некоторой степени разные, но с другой стороны это как бы такие вот две окружности, которые, так сказать, друг на друга немножко накладываются частично. Конечно, он известен более в мире как русскоязычный поэт, скажем так, по русским стихам, хотя во всех там предисловиях или каких-то статьях все время говорили там о его таком происхождении, там, чувашском, гунском, булгарском, там, ну и так далее. Вот. А вот эти чувашские отзвуки в его русской поэзии, о них просто мало кто писал. Есть единственная, по-моему, статья такая, Джованни Пагани Чеза, заметки по исследованию чувашского мира, Геннадий Айкин называется. Там в основном такие больше всякие религиозные моменты, так сказать, затронуты. Но при том это она совершенно не касается его чувашской поэзии, она как бы из таких каких-то религиозных представлений, мифологических представлений там исходит, там, так далее. Ну, интересная статья, тем не менее. Так вот, я думаю, что вообще дело любого поэта, там, это не ваше, что он двуязычный, трехязычный, там, многоязычный. Дело в том, что когда он приходит в этот язык, он должен его, как бы сказать, присвоить вообще этот язык, любой, там, чувашский или русский. И будет это уже язык не чувашский вообще-то, даже его Айги. И он не такой простой вообще на самом деле. Это будет язык чувашский именно Айги. Ну, говорят, это диалект называют, там, или как-то по-другому, там, ну, неважно. Когда он пришел в русский язык, скажем так, он тоже сделал другой русский язык. Но любой поэт так делает. Но, скажем, если язык Пушкина, он более-менее в нормах этого русского языка, такого стандартного, литературного там, и так далее. Но потом были поэты, которые нарушали эти нормы, те же самые футуристы, там, и там, Пастернак, там, не знаю, много чего наделал там, и так далее. И поэтому русский язык, ну, Айгид, может, пошел еще там более радикально дальше. В синтаксисе особенно там, это непонятно, стихотворение это одно предложение, целиком или оно, не знаю, несколько там каких-то разорванных предложений между собой там, и так далее. То есть при отсутствии знаков препинания, таких как точка, запятая там, и другие там. Использование в особом смысле тире, там, двоеточий, скобок, дефисов там, и все прочее. Вот. Ну и чувашский язык тоже айги, это тоже язык такой, ну, именно айгиевский язык, скажем так.
Но это делает любой поэт. Сеспель, язык сеспель, это тоже чувашский язык, именно сеспелевский чувашский язык. Это не общий чувашский язык. Он нам понятен, конечно, но мы видим, что это другой язык, совершенно. И любой поэт это должен делать, иначе, если он этого не делает, значит он просто, такой эпигон какой-то там, или там что-то такое, находится в рамках какой-то традиции определенной, так сказать, но не обновляя ее. То есть любой язык любого поэта, я думаю, должен выглядеть как иностранный язык вообще, в принципе. Даже у кого-то есть такое выражение, у Марселя Пруста или что-то такое, что любое такое произведение, но любое там, хорошее или гениальное произведение, оно выглядит как произведение на иностранном языке. Хотя, скажем, написано на том же самом языке для какого-то круга читателей. Ну и вот, я думаю, что чтобы Михаил сказал, два образа или портрета Айги, вот их нужно как-то соединить, как бы, скажем так, не то чтобы соединить, но брать вот эту чувашскую составляющую, ну и вот потом как бы видеть его русскую составляющую. Ну вот это первое издание, насколько я понимаю вообще, чувашского Айги. Вот. В свое время на русском языке были попытки перевода. В начале 60-х годов там вышло, Белла Ахмадуллина переводила, но она немножко его, конечно, по-своему. Потом в «Новом мире» была публикация в 63-м году, в 62-м году 4 стихотворений. Ну, очевидно, он сам к тому времени уже писал по-русски, начинал писать по-русски. Ему эти переводы не очень понравились. И потом он сам всегда, как бы, после этих попыток, 2 там, или 3, он как бы протестовал, чтобы его чувашские стихи вообще переводились на русский язык, скажем. Вот. Ну, как бы он сейчас отнесся к этому изданию, я не могу сказать, но я думаю, что нормально, в принципе, потому что это не на русский перевод, во-первых, хотя чувашского Айги на русском языке тоже желательно увидеть вообще-то. Вот. Желательно. Чтобы была у тебя полная картина образа поэта, состоящего из 2 таких ликов. Я эту свою статью назвал Айги Янус, Янус — известное божество, которое имеет 2 лика. Вот. Ну вот они очень интересно взаимодействуют. И вот эти двуязычные авторы, у них какое-то есть, может быть, преимущество перед моноязычными поэтами. Они могут переходить из одной картины мира в другую картину мира, которая на одном языке, на другом языке, и дает какой-то совершенно особый взгляд, какую-то особую такую оптику вообще там, скажем. Он, скажем, чувашским глазом или чувашским зрением смотрит на какие-то русские там реалии, предположим так, условно говоря, и наоборот, скажем так. И это дает такие какие-то интересные всякие смещения. Вот. Ну, надо, конечно, надо поблагодарить просто переводчика, который все это так. Ближайший друг. Маньял Марта Курбрех и Кларак Юратмалла Пулноман Ишакьяла. Халыхне Гнамар, Палламан Курманныне, Юрдене Дешюрене. Унсанне, Унпиншакне, Инчетри Эмельгине и Кларак Юратмалла. Полноману шкульне, шкуйдишне гнадамар, ща в училище шуртне, он хапхиен хмыне, он штукатуркине, и кларахта юратмала, полностью райцентра. Он клубе гнадамар, он кашни шуртне, пахчари вельдрене, он киве киберне, ща киберен карлыкне. Туссенеше марикень, ыкарак юратмалла полноманын. Шавьяла
поэзиятımızı kılama, ucuk nebres bulsam, ıklara küratmala bulmamanın. Fattar du? Den var inte min, och likväl borde jag ha älskat den långt starkare, den byn. Och inte bara folket där, de obekanta människorna i byn, de okända på gatorna i byn. Nej, varje ansikte och jacka, ja, varje skugga som jag såg på avstånd där i byn. Starkare, långt starkare har älskat skolan där i byn. Och inte bara lärarkåren, men själva skolbyggnaden. Ja, varje bräda i dess port, dess målarfärg, dess puts. Starkare, långt starkare har älskat vårt provinscentrum. Och inte bara klubbhuset i byn, med varje stig och hus, ja, näskorna på gårdarna i byn. Den gamla bron och själva räcket där på bron. Starkare, långt starkare, och inte bara vännerna. Nej, likväl borde jag ha älskat den, om jag blott vetat vilken saknad den fyller mig med nu, långt starkare än du. Я очень люблю его на шведском. Понятно, что интонация прям чувашская. Я очень благодарен как раз вам в своей интерпретации этого стихотворения, потому что, доводя его до ума, я часто вспоминал о том, как мы стояли на кладбище и мы читали наизусть это стихотворение. И я хотел передать как раз этот ритм, эту сильную энергию вперед. И благодаря этому я нашел. И, по-моему, и тоску тоже передали. Тоску тоже. Тоска чувствуется даже на шведском. Все, и дальше. Спасибо. У нас еще раз. Да. Хорошо. Потом еще что-нибудь скажите. Что не нужно сказать, я знаю, сказать что-нибудь. Я думаю, вот в язычии, в данном случае, ну, как сказать, есть такая, как бы, чувашская языковая картина мира у Айги. Есть картина мира русскоязычная у Айги. Они в некоторой степени разные, но с другой стороны это как бы такие вот две окружности, которые как сказать, друг на друга немножко накладываются частично. Конечно, он известен более в мире как русскоязычный поэт, скажем так, по русским стихам. Хотя во всех там предисловиях или каких-то статьях все время говорили там о его таком происхождении, там, чувашском, гунском, булгарском, там, ну и так далее. Вот. А вот эти чувашские отзвуки его русской поэзии, о них просто мало кто писал. Есть единственная, по-моему, статья такая, Джованни Пагани Чеза, заметки по исследованию чувашского мира Геннадия называется. Там в основном такие, больше всякие религиозные моменты, так сказать, затронуты. Но при том это она совершенно не касается его чувашской поэзии, она как бы из таких каких-то религиозных представлений, мифологических представлений там исходит, там, и так далее. Ну, интересная статья, тем не менее. Так вот, я думаю, что вообще дело любого поэта там, это не ваше, что он двуязычный, трехязычный, там, многоязычный.
Дело в том, что когда он приходит в этот язык, он должен его, как бы сказать, присвоить вообще этот язык, любой там, чувашский или русский. И будет это уже язык не чувашский вообще-то, даже его айги. И он не такой простой вообще на самом деле. Это будет язык чувашский именно айги. Ну, говорят, это и диалект называют, там, или как-то говорят, там, ну, не важно. Когда он пришел в русский язык, скажем так, он тоже сделал другой русский язык. Ну, любой поэт так делает. Но, скажем, если язык Пушкина, он более-менее в нормах этого русского языка, такого стандартного, литературного там, и так далее. Но потом были поэты, которые нарушали эти нормы, те же самые футуристы, там, и там, Пастернак, там, не знаю, много чего наделал там, и так далее. И поэтому русский язык, ну, айгид, может, пошел еще там более радикально дальше. В синтаксисе особенно там, это непонятно, стихотворение там одно предложение, целиком или оно, не знаю, несколько там каких-то разорванных предложений между собой там, и так далее. То есть при отсутствии знаков препинания, таких как точка, запятая там, и другие там. Использование в особом смысле тире, там, двоеточий, скобок, дефисов там и все прочее. Вот. Ну и чувашский язык тоже айги, это тоже язык такой, ну, именно айгиевский язык, скажем так. Но это делает любой поэт. Сеспель, язык Сеспель, это тоже чувашский язык, именно сеспелевский чувашский язык. Это не общий чувашский язык. Он нам понятен, конечно, но мы видим, что это другой язык, сравнить. И любой поэт это должен делать, иначе, если он этого не делает, значит он просто, ну, такой эпигон какой-то там, ну или там что-то такое, находится в рамках какой-то традиции определенной, так сказать, но не обновляет ее. То есть любой язык любого поэта, я думаю, должен выглядеть как иностранный язык вообще, в принципе. Даже у кого-то есть такое выражение, у Марселя Пруста или что-то такое, что любое такое произведение, но любое там, хорошее или гениальное произведение, оно выглядит как произведение на иностранном языке. Хотя, скажем, написано на том же самом языке для какого-то круга читателей. Ну и вот, я думаю, что чтобы Михаил сказал, два образа или портрета айги, вот их нужно как-то вот соединить, как бы, скажем так, не то чтобы соединить, но брать вот эту чувашскую составляющую, ну и вот потом как бы видеть его русскую составляющую. Ну вот это первое издание, насколько я понимаю вообще, чувашского айги. Вот. В свое время на русском языке были попытки перевода. В начале 60-х годов там вышло, Белла Ахмадуллина переводила, но она немножко его, конечно, так, по-своему. Потом в «Новом мире» была публикация в 63-м году, в 62-м году 4 стихотворений. Ну, очевидно, он сам к тому времени уже писал по-русски, начинал писать по-русски. И ему эти переводы не очень понравились. И потом он сам всегда, как бы, после этих попыток, 2 там, или 3, он как бы протестовал, чтобы его чувашские стихи вообще переводились на русский язык, скажем. Вот. Ну, как бы он сейчас отнесся к этому изданию, я не могу сказать, но я думаю, что нормально, в принципе, потому что это не на русский переведено, во-первых, ну, хотя чувашского айги на русском языке тоже желательно увидеть вообще-то. Вот. Желательно. Чтобы была полная картина образа поэта, состоящего из 2 таких ликов. Я эту свою статью назвал «Айги Янус», ну, Янус — известное божество, которое имеет 2 лика. Вот. Ну вот они очень интересно взаимодействуют. И вот эти двуязычные авторы, у них какое-то есть, может быть, преимущество перед моноязычными поэтами. Они могут переходить вот из одной картины мира в другую картину мира, которая на одном языке, на другом языке, дает какой-то совершенно особый взгляд, какую-то особую такую оптику вообще там, скажем. Он, скажем, чувашским глазом или чувашским зрением смотрит на какие-то русские там реалии, предположим так, условно говоря, и наоборот, скажем так. И это дает такие какие-то интересные всякие смещения. Вот. Ну, вот надо, конечно,
Надо поблагодарить просто переводчика, Это которые же все это так как он рассказывает. сделали. Я думаю, что вообще интерес к этому Янусу Айги, да, Да. что он будет расти. Есть в Америке такая переводчица литературоведка, по-моему, Сара Валентайн. Диссертацию писал, да, твои По Айги. Да, который целую книгу про Айги писала, а там играет очень важную роль как раз его чувашская поэзия, его происхождение, и как перекликается это с его русскоязычной поэтикой. И она приходит из американских университетов, где эти теории постколониализма очень развиты. И это уже новый опыт. И это очень интересно следить за тем, что она будет писать, что другие будут писать. Ну да, интересно, я получил от нее письмо, она года 2 назад, когда она начала заниматься этим, она попросила меня сделать, значит, подсрочный перевод стихотворения одного, чувашского причем, значит, Айги, которое посвящено матери, значит, было. Мне его русский такой подсрочный сделал, пошло, но потом как-то у нас больше контакта с ним не было. Хотя насчет... Но это вошло как раз в книгу. Да, но вот интересно, надо эту книжку как-то... Может быть, я не пришлет, если она пришлет ее. Смотрите. Да. А мне так показалось, что когда Микаэль говорила о вот этом языке, как он обходил языковые преграды, вот этот момент очень интересный для того, чтобы переводчик, как бы сказать, понял, или для этого надо почувствовать, а для того, чтобы почувствовать, это чувство должно в нем рождаться, или это уже должно быть присутствовать. Вот такие представления, образы, чувства в душе самого переводчика. И как он ссылался на бабушек своих, на свой скотский язык и все тому подобное. И вот это... Вот я назвал язык, да, существует языковая преграда, и пока не найдешь на своем языке вот именно то, что сказал другой человек на другом языке, конечно, это долго проходит. Но в этом смысле переводческая деятельность вот, Микаэля и других, это как раз обнаружение не только смысла там какого-то стихотворения, это не обнаружение значения слова, значения языкового значения, речевого значения, а смысла высказанного, скажем, Айги, который соприкасается со смыслом, не значением, а со смыслом высказывания, обнаружения в шведском языке того же самого смысла. Они просто представлены в разных формах. Вот как, скажем, музыка может быть представлена в совершенно другой форме, совершенно непонятной для, скажем, литературного языка или поэтического языка, да? Они же, как бы сказать, на самом деле, не будто бы не соприкасаются по форме и по значению форм. Но на самом деле, в смысле, они соприкасаются. И получается, что один язык. Да, это обнаружение одного языка между чувашским и, скажем, шведским языком. Вот. Не так показалось. И... А? Вот, давайте. Вот я что хочу сказать, очень интересно. Перед смертью Гена абсолютно забыл русский язык. Говорит, вот она чувашская. И потом, это очень видно тоже по архивам, самое большое время Гена всегда писал чувашские стихи. Всегда. И я нашла недавно 3 стихотворения. Очень тяжелое время. Очень тяжелое время. Пишет 3 стиха, очень простые на чувашском языке. Отчаянные, я могу сказать.
сидит в пустой мастерской Игоря, и там одиноко до бесконечности, несчастен до бесконечности, но потом пишет, посмотрим, жить надо, в смысле. Всегда там было, всегда там было. Так что чувашский язык это... вообще без чувашского языка не было такого русского поэта. Нет, два вопроса. Помню, лет 20 назад советский чувак, как публикации были, где статьи, какой-то авторский, не помню, там именно критиковалось вот переход АИ на русский язык. Ну, шведский национализм, там понятно. Вот именно в позиции шведского национализма рассматривал здесь вот его переход на русскую поэзию. Вот это как бы сохраняется традиции, вот его как бы по отношению к АИ вот критические интонации присутствуют сегодня или на это не обращает внимания? Второе, значит, как помню, я вашу статью помню хорошо, то есть карандашом читал, как бы два ИГИ получается. Ну, возникает вопрос, значит, цель назначения вообще поэзии, я фингианский поэзии скажу, то есть там как бы все-таки определяет как индивидуацию, целостность. То есть человек процесса творчества должен прийти именно к целостному началу. То есть. А тут получается как бы вот два идеи. Вот это есть хорошо или как все-таки именно с шведскими глазами, как вы на это смотрите? Я лично не вижу, конечно. Конечно, нет. Нет, у меня всегда была эта мысль, и еще до того, как я начал вникать в чувашскую его поэтику, что он же сам употреблял такие слова: одна жизнь, одна книга. Да? И я всегда думал, что как не будет выглядеть та чувашская поэтика, с которой я сейчас познакомлюсь, то я должен ее рассматривать как часть некой единой поэтики. То есть смотреть на эти русскоязычную и чувашскую как одну поэтику. И вот это всегда был моим гидом, моя звезда, пока мы работали вместе. Понять, что там есть общее, и понять, почему они расходятся по своим проявлениям, по своим формам и так далее. Так что я вижу одного поэта, когда я читаю. Это да. И потом очень интересно, вот это в последние годы это уже было явно. Я раньше не слыхала такого вена, совершенно четко и подчеркивал, говорил. Если там русский поэт, он всегда говорит: я чувашский поэт. Да, сначала он так говорит: я чувашский поэт, который пишет на русском. Потом он последний год поменял: я чувашский поэт, который пишет и на русском. И вот в этой фразе «я чувашский поэт» это был очень нераздражительный, ну да, оттенок раздражительности даже, когда выступал. Он это прерывал даже, говорил: я чувашский поэт, который пишет на русском. Так что не надо все время склонять под одну слово. Вот так было. Ну, должен. Я хотел предложить перейти к второй книге, потому что много есть сказать и о ней. Эта книга, она получилась, когда мы работали над книгой Реки, и вдруг говорили: в Швеции же вышел и рассказ, и эссе, может быть, нам. И вот тогда параллельно пошло. Дело в том, что называется эта книга, автор Ева Лисина, название «Сонна фланера Чувашия»,
Это так, кое-как переводится на шведский, а песни Низовых низовых чуваш. Выбрали мы это название по разным причинам. отчаянно истории. Ну, как-то так, ну, коротко. Потом у меня зуб заболел. Да. И решила, здесь сил больше нет с этим Микаэлем. Сказала, спасибо, что у меня зуб болит. Я согласна на предложение. Там есть своя доля. Зубную боль победила. Там в нашем споре возник такой интересный момент на самом деле, потому что одна причина тому, что я выбрал или хотел выбрать это название, это то, что песня называется Чуваш возникает где-то в середине книги у Гены на столе. Он читает у тебя есть эти Нет, стихотворения? плач по брату, Да. там плач, есть. да. Да, там есть. И там мне нравится, что это название, оно лежит там в середине книги, относится к другому совершенно творчески, и тут на обложке относится к этому. Тут интересно такой фактор, что вот те изначальные песни, это коллективное искусство, да? Песня это народное, это коллективное, а не авторское искусство. А тут мы имеем дело с авторскими текстами. И вот это очень важно, когда я занимался чувашским айги, вот этот переход от коллективного на авторское искусство. Это очень интересная линия. Я хотел эту как-то вспоминать в этом названии. У этой книги такая довольно долгая, опять-таки, предыстория. То есть мы сотрудничали уже в нескольких разных проектах. Ты приезжала к нам в Швецию, выступала в нашем семинаре, рассказывала там о переводе Библии. Да, это было, да. Это было в 2013 году, Да. не помню. Да. И вот этот рассказ «Кусок хлеба» был переведен еще в 2007 году. Да, давно, да. И включен в шведское издание «Разговора на расстоянии», то есть прозу Айги. Тут у нее является, рассказ является таким аппендиксом. И по ходу всех этих проектов, встреч, переводов, мы поняли, что все это нужно собрать в одну книгу и издать, чтобы все это было доступно шведскому читателю, потому что интерес есть. И тут надо упомянуть человека, без которого эта книга не существовала, а именно Анника Бекстрöm, переводчица, которая приезжала сюда несколько раз и которая постоянно присутствует в наших проектах. Да. Она сегодня не с нами физически, но душевно она с нами. То есть она знает, что я тут сижу сейчас и вообще. И только что, у нее только что был юбилей, ей исполнилось 90 лет. Но она продолжает активно работать, и не исключено, что она приедет еще, потому что она здоровая такая. Короче говоря, Анике большой привет, это она сделала большинство переводов для этой книги. В эту книгу вошли очень разные тексты. Там тексты написаны на русском, на чувашском, потом переведены на русский, потом на шведский. Там есть эссе, там есть рассказы для взрослых, там есть рассказы для детей, там есть стихотворения. И вот все это богатство на самом деле оказалось для меня, как редактора книги, большой проблемой. Потому что я не понял, как я это соберу в одно целое. Как я все это буду издавать так, чтобы шведский читатель понял, как читать эту книгу. Там нужна была какая-то драматургия, да? Какая-то форма, большая форма, которая
сделает эти очень разные между собой части понятны. И долго мучился опять. И потом Ева, когда все тексты уже были под рукой, верстка уже была, но в каком-то таком неопределенной форме, то есть я не знал, где начало, где конец. Тогда Ева пришла в текст с названием «День Победы». Это очень короткий текст, который рассказывает о том, как дети в школе в Шаймурзине узнали о победе. Коми его он переводил, он будет в сети. Издали. И когда я прочитал, перевел этот текст, то все остальные тексты как бы спонтанно организовались вокруг этого текста. Да. И мне пришло в голову, что надо эти тексты организовать под... Там 4, по-моему, раздела. Нет, раздел 7. Разделов 7. Но название 4. Так что они повторяются по 2 раза. И названия такие. Война повторяется 2 раза. Сначала День Победы, потом очерк о Чечне. Там есть деревня, и там есть эти синялы. Да, повесть. И еще один текст. Есть раздел «Брат», который тоже повторяется. Там есть «Плач по брату», то есть цикл стихов, написанных после смерти. И еще «Брат» в качестве аппендикса. Мы туда включили запись в шведском переводе. И в середине всех этих разделов стоит такой одинокий Библия. И там текст о переводе Библии. И получилось что-то очень органичное и целостное. И вот эта книга, она сейчас пишется почти как роман. То есть она захватывает читателя и ведет читателя внутрь этого ландшафта, где существует, откуда родом вы. И меня, и тем более Аннику, долго разочаровало то, что не появилась рецензия. И мы поняли, ну все, это такая, ну, как бы для шведского редактора какой-то газеты, это периферийная книга, немного непонятно. И ничего. Мы будем радоваться тому, что пишут наши знакомые, к которым мы прикасались, и говорят нам, что это очень интересно, очень нужно и так далее. Потом стали появляться. Мы получили буквально за последние недели 2 рецензии. Одна была опубликована 10 дней тому назад. И там пишет такой шведская поэтесса, русскоязычная, она родом из Беларуси, кажется. Она переехала в Швецию еще девушкой. И пишет она на шведском. И ее не интересует вот это двуязычие и так далее. Она шведская поэтесса и точка. Но она знает много, конечно, о России. И когда я читаю ее рецензию, я понимаю, что она очень глубоко переживает этой книгой. И она пишет об этой книге как о потрясающем романе. И это очень важная и хорошая оценка автора и вообще книги как композиции. Да. Нет, это да. Нет, я могу про себя, мне уже много лет, я могу про себя говорить и плохо, и хорошо. Это потому что уже себя достаточно знаешь, да? Говорить плохо это важнее, действительно. Ну, я знаю, что это очень хорошая книга. Я это знаю. Но мне Гена, мой брат, говорил, что говорил так. Да, про Гену, конечно, мне придется написать книгу.
вот, очень счастливое время, Гена устраивал иногда плач. Он покупал четвертинку, наверное, хлеб нами тоже был, и запирался на ночь, и предупреждал, что больше ко мне не стучаться, меня не тревожить. И у него для плача было письмо отца с фронта. Сейчас я нахожу, я сейчас потрясающие эти нахожу. Вот он читал, видно, что у него прям нету слеза тут, нету водка тут, я думаю, что... И потом читал и плакал, видно, что плакал. И в одном месте написано: Ева, ты найдешь это мое письмо. Вы говорите, здесь папа тебя во сне видел, здесь вечером во сне. Потом он плакал, это над письмами брата, отца. И другой был тетя Сияла, плакал над этой повестью. Гена говорит, что это изумительная повесть. Он предлагал это Европе, сказал, Европа ничего в этом не понимает, говорит. И это для японцев. Выходит в Японии, в марте. Это. Действительно, Гена видел, прям смотрел, куда смотрит не воду, а куда-то, воду смотрит. Ну, про воду смотрели, да, действительно, именно. И это выходит и говорит, Ева, срочно еще детскую книгу надо. И вот это, поэтому я знаю, что это хорошая книга. Я знаю, это хорошая книга. Я это знаю, и потом всегда говорю, что вот есть закон о сохранении энергии. Я этот закон очень хорошо на себе испытываю. Я знаю, что если ты писал со слезами, плачешь, вот эта энергия сохраняется и доходит до читателя. И вот так сохраняется энергия. Так что это да. И потом я была очень благодарна опять Михаилу. Ведь это я только где-то написала, что вот это вот исповедь переводчика, что я была в Чечне. Без моей просьбы, без ничего, редактор, пусть уже есть в этом деле редактор, ищет и находит эту статью, это эссе, «Дружба народов». Он находит его, он пишет, я уже перевел его. Я же его даже не просила об этом, я даже забыла об этом. А это действительно тоже было очень сильно связывающее звено, это было хорошее. Так что это такие дела. Вы как-то так грустно рассказываете, Да. что... Почему? Но мне кажется, это большое событие, которое вам стыдно, не стыдно, а вам неудобно. Неудобно, как бы сказать, возвеличивать свой труд до такой степени. Я понятно сказал или нет? Они не должны сами Да, возвеличивать. вот они не должны. Это, как бы сказать, мы должны говорить о таких вещах. Но, к сожалению, я сейчас не могу говорить, потому что не читал. Трогать хотел. Спасибо. Не читал. И, конечно же, сопоставительные какие-то вещи появятся и все тому подобное. Мы доверяем. Вот. Михаилу мы полностью доверяем. Потому что такое впечатление, что вы заканчиваете уже встречу. И я хочу сказать, что Михаил во всем виноват. Конечно, во всем виноват Айгин с самого начала. А потом, значит, во всем виноват Михаил, который взялся переводами заняться. Виновата Бекстрем Анника, которая сейчас 90 лет уже стукнула. Она все еще, как лягушка-путешественница, собирается по всему миру гулять. Дай Бог ей здоровья. Вот. Я думаю, что Гена Петрович мог бы сказать гораздо больше о наших шведско-чувашских делах. И насколько мы соответствуем друг другу, и насколько мы важны друг другу, и не просто потому, что как-то два человека, а как две литературы. Потому что такого богатого разговора о литературе, о переводе, как бы сказать,
ну, свидетелем таких разговоров я бываю очень редко. И потому, конечно же, хотел бы просто упомянуть, насколько это важно нынче не просто существование или сосуществование литературы на разных языках и взаимопонимание переводчиков друг друга. Нет, просто я опять возвращаюсь к смыслу, вообще смыслу существования самой литературы и самой переводческой деятельности. Это в том, что мы начинаем понимать поверх языков друг друга. В этом смысле, конечно, чувашам очень повезло в этом как раз. Геннадий Николаевич начал первый, потом Николай Лицо, и в том числе тоже не надо сказать, как и очень повезло, конечно. Так, ну, сравнивать, чтобы такие существовали контакты с таким результатом, что переводили книжки, выходили. Бывает общество, дружба, встречается, ничем не заканчивается. А здесь вот такая дружба, сотрудничество, которое каждый год мы присутствуем. Большое спасибо шведской стране, посольству, которое поддерживает прямо эту страну. Все виноваты шведские варяги. Да, молодцы. Нечего было шляться там по Руси, там же по Волге тоже. Вообще я хочу, конечно, подарить библиотеку эти книги. Это я притащил сюда, сломал по дороге 2 чемодана, потому что они тяжелые. Но они сохранились целыми. Вот, и просто благодарность тоже вам, шведской стороне, за то, что я не отхожу полностью, не отхожу от литературы. Вот. Закрылся от литературы и сижу. Бывает так, что закрываемся от театра.